Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Житель Якутска подозревается в мошенничестве. Региональное МВД сообщает, что потерпевший индивидуальный предприниматель. Он сдает в аренду цифровую и компьютерную технику. К нему обратился молодой человек, который взял на прокат игровую приставку. В установленный срок он не вернул технику и вовсе перестал выходить на связь. Оказалось, что подозреваемый мужчина ранее уже был судим за кражу. По словам злоумышленника, он с самого начала планировал взять на прокат технику и продать ее. Сразу после аренды он сдал игровую приставку в ломбард. В его отношении возбуждено уголовное дело, за которое ему грозит до 5 лет лишения свободы. Полицейские выявили факт незаконного хранения охотничьего карабина в Булунском районе Якутии. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 36-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью, незаконно хранил и использовал нарезное огнестрельное оружие карабин СКС, а также патроны к нему. Оружие было изъято и направлено на исследование в криминалистический центр. Отмечается, что подразделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». Жительницы города Мирного стали жертвами дистанционных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Якутии. Перспектива быстрого заработка больших и легких денег усыпила бдительность 32-летней женщины, которая решила заработать на инвестициях. Она перечислила мошенникам в общей сложности около 900 тысяч рублей. Отмечается, что потерпевшая увидела рекламу сомнительной брокерской фирмы в социальной сети Instagram. В другом случае 54-летняя пенсионерка решила купить частный дом в Краснодарском крае за 895 тысяч рублей. Она отправила аферистам, оставившим данное предложение на сайте бесплатных объявлений, 600 тысяч рублей в качестве предоплаты, но осталась и без денег, и без недвижимости. Заблокированы сайты по продаже поддельных дипломов об образовании. Об этом сообщает прокуратура республики. Так, в ходе мониторинга сети интернет были выявлены факты незаконной продажи дипломов о высшем и среднем профессиональном образовании. Доступ к этим интернет-ресурсам был свободным. Отмечается, что объявления регулярно просматривались пользователями. Действия по приобретению или сбыту официальных документов, предоставляющих права, а также их подделка в целях использования либо сбыта, являются уголовно наказуемыми деяниями. Прокурор Среднеколымского района обратился в суд о признании информации, размещенной на 14 интернет-сайтах, информации, распространение которой в России запрещено. И суд удовлетворил требования прокурора. Следователи завершили расследование уголовного дела о смерти стропольщика на рабочем месте в Мирнинском районе Якутии. По данным следствия, во время поднятия автокраном груза одна стропа сорвалась с крюка и часть опоры ударила стропольщика в голову. Сообщается, что 22 ноября прошлого года мастер на территории базы, расположенной в микрорайоне Дорожный поселка Айхал, не осуществил должный контроль за действиями работников. Мастер дал указание бригаде электромонтажников и крановщику произвести работы по демонтажу и установке новых опор в его отсутствие. Тем самым не обеспечил безопасное проведение работ, не проконтролировал соблюдение рабочими правил охраны труда и техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины. В ходе следствия проведен ряд экспертных исследований. Следователь отметил, что обвиняемый признал вину в совершенном преступлении и возместил потерпевшей стороне причиненный своими действиями моральный ущерб. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Адвокат и ее знакомая подозреваются в совершении мошенничества в Брянской области. Следователи установили, что с июля по декабрь 2018 года они защищали обвиняемого в совершении преступления. Они сказали, что нужно 6 миллионов рублей для дачи взятки сотрудникам суда для назначения условного наказания. Требуемой суммы у него не оказалось, и адвокат совместно со своей знакомой убедила его в необходимости заложить дом с якобы последующим правом выкупа. В СК отмечают, что в то же время жилой дом был передан по договору купли-продажи агентству недвижимости за 9 миллионов рублей, из которых 1,5 миллиона переданы подзащитному адвоката и его супруге. Другие 1,5 миллиона были комиссионным вознаграждением агентства, а оставшиеся 6 миллионов адвокат забрала себе. В результате потерпевшие лишились своего жилья, поскольку в последующем оно было продано агентством третьим лицам. В настоящее время подозреваемые задержаны. Сообщается, что им грозит срок до 10 лет. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире.